Весна – самое чудесное время года, когда все растущее и цветущее оживает. Так время вселяет нам надежду, уверенность в завтрашнем дне. Сегодня 1 марта, и я хочу поделиться с вами и рассказать о виноградных черешках. Опыта садоводства у меня нет, но желание поесть свеженькое, выращенное своими руками, в каждом из нас присутствует. Речь пойдет о винограде. Виноградный сок я всегда любил, всегда покупал, когда шел в баню, брал с собой виноградный сок. В магазине это было легко купить. Ну вот, с недавних пор я купил один куст винограда. Осенью вот у меня был как бы 3-й сезон. И получил значительно, хороший урожай винограда. Поделился со всеми детьми своими. Ну вот, желание развить и продолжить этот виноград, размножить, меня не покидало это желание. Осенью же у своего знакомого попросил черешки, обрезки. Эти обрезки я сохранил. Свои обрезки винограда я оставил на улице под снегом. Решил поэкспериментировать. Вот они мои, которые в огороде до этого росли, один куст. Вот я сделал обрезки, посадил там где. И вот это, вот эти ветки, даже вот эти карандаши, они перенесли морозы 33 градуса на улице. Что я хочу? Я их посадил на водичку, и вот они вроде как оживают. То есть я для себя просто делаю вывод, что виноград, если вот почки здесь распухнутся, листики появятся, значит виноград это переносит морозы. Ну а эти уже черешки тоже на воде. Жду, когда листочки на них появятся. Вот уже листочки появляются. Точнее, уже вот почка распухла, скоро здесь появится. Ну и здесь вот у меня еще, я потом поделюсь со своими. Вот жду и отсюда листочков. А вот у меня уже те, которые уже распустились. Вот листочки, видите? Я вчера их посадил на землю. Купил специально землю в магазине. Терравита называется. И весной хочу посадить, хочу размножить. Для чего? Что я заметил? Виноград не требует там какого-то особого ухода. Самое главное, ветви подвязывать, укрепить там веревками, перекладины приготовить. Но осенью просто грамотно сделать подрезку и так далее. То есть виноград
получается в нашем регионе уже неприхотливые насаждения, а нормально переносимые, погодные условия и так далее. И вот об этом как раз я хочу поделиться с вами. Почему? В Чувашии у нас уже очень много людей, которые выращивают виноград. Я хочу, чтобы это у всех было много, то есть, чтобы все могли этим заниматься, чтобы заинтересовать. Это, прежде всего, и богаче ваш стол будет. Этим самым вы себе помогаете. То есть, это проект моего фильма «Помоги сам себе» или «Сам себе помоги». А вот здесь у меня семена перца. Вот в воде они лежат на промокашке. Вот скоро их буду сажать. Ну, там посмотрю, что из них, чего получится. А это вот арбузные косточки прошлого года. Хочу тоже их посадить. А вот видите зеленый отросток? Вот этот зеленый отросток – это виноградная почка. Я когда обрезал, и вот эту почку бросил на мокрую сырую вату, и вот эта почка, смотрите, дала листочки. Не знаю, что из нее вырастет, я не знаю. Может, когда-нибудь расскажу. Вот ведь какова наша жизнь, а? Смотрите,